На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Соглашение по Пицунской госдаче не будет вынесено на рассмотрение парламента в рамках ближайшей сессии. Интервью о База ТВ председателя комитета по государственно-правовой политике Даута Хутаба. 30-летию Министерства обороны Абхазии посвящается. В главном оборонном ведомстве открылась выставка заслуженного художника Абхазии Геннадия Барцец. Не заговорить невозможно. Центр языкового погружения «Адзых» – первый подобного рода проект в Абхазии. Президент Абхазии, главнокомандующий вооруженными силами Аслан Джания принял участие в заседании штаба территориальной обороны. На заседании в Минобороне с участием представителей силового блока обсуждалась военно-политическая обстановка. Заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально-техническом обеспечении армии и других вопросах. Как сообщает пресс-служба президента, в ходе заседания главнокомандующий вооруженными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны. О международной повестке дня. Политика изоляции Абхазии в действии. Постпреды стран ЕС согласовали непризнание паспортов Российской Федерации, выданных на территориях, неподконтрольных властям Украины и Грузии. Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией территориях, регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны, говорится в документе. Очевидно влияние Грузии на принятие такого рода решения, которое откровенно в своих интересах пользуется ситуацией, сложившейся вокруг Украины, и таким образом усиливает изоляцию Абхазии. Фактически эта политика превращает граждан и жителей Абхазии в заложников текущих геополитических процессов, в которых наша страна не играет существенной роли. Так прокомментировал решение ЕС в отношении непризнания паспортов юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гизердава. Он также отмечает, это новый виток западной политики непризнания Абхазии. Мне кажется, эта политика перестала различать нюансы ситуации, хотя у обладателей таких паспортов всегда были сложности с посещением стран Шенгенской зоны. Западная политика вовлечения без признания давно показала свою бесперспективность и ведет лишь к дальнейшей изоляции Абхазии. Конец цитаты. Серьезные изменения происходят в глобальной политике, заявил президент России Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы, отметил Путин. Соглашение по Пицунской госдаче не будет вынесено на рассмотрение парламента в рамках ближайшей сессии. Об этом в интервью о База ТВ рассказал председатель комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба. В ходе первого после каникул заседания Народного собрания комитет представит такие вопросы, как ценз высшего образования для депутатов, полный запрет скрытой рекламы табачных изделий и механизмы предотвращения мошенничества с недвижимостью. Подробности у Надежды Боровиковой. В начале сентября депутаты Абхазского парламента вернулись с летних каникул. И вот уже 1,5 месяца в комитетах кипит работа по подготовке вопросов, которые будут вынесены на голосование. Первая парламентская сессия состоится на следующей неделе, и Комитет по государственно-правовой политике подготовил ряд вопросов. Некоторые из них уже были приняты в первом чтении. Если помните, в первом чтении мы уже принимали проект изменения в Конституционный закон Республики Абхазия о выборах депутатов Народного собрания. То есть сейчас мы планируем уже во втором чтении принять этот проект, касающийся установления ценза образования. Если проект будет принят, соответственно, у нас получается, что депутатом Народного собрания сможет стать уже человек, обладающий высшим образованием.
В пакете поправок к закону о выборах обсуждались также предложения по обязательному трудовому стажу и изменению возрастного ценза. Но эти вопросы было решено отложить. К ним депутаты вернутся позже. Сможем ли мы засчитывать трудовой стаж индивидуальных предпринимателей или сможем ли мы рассчитывать трудовой стаж депутатов городского собрания, то есть да, тут есть некоторые юридические проблемы, нам надо дальше поработать, мы решили немного пока его отложить, доработать, и уже я надеюсь, что к следующей сессии этот вопрос тоже будет рассматриваться. Да, возрастной ценз, он обсуждался, но сейчас на данной стадии для того, чтобы изменить возрастной ценз, недостаточно менять только Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания, потому что 25-летний возраст для депутата Народного собрания, он также еще регламентирован и в Конституции. Соответственно, тут нам нужно будет уже по-другому начать. Это так, можно сказать, что заново, наверное, но мы эту работу также проведем. Потому что, как бы в моем личном понимании, все эти изменения, они дадут эффект только если мы их примем, можно сказать, пакетно. Некоторые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в отношении подследственности уже одобрены в первом чтении и будут снова вынесены на голосование. В Уголовно-процессуальном кодексе есть некоторые пробелы, касающиеся подследственности. И нам необходимо эти пробелы уже заполнить для того, чтобы в будущем не было таких вопросов, с которыми сталкиваются сегодня и Министерство внутренних дел, и прокуратура, когда есть ряд статей, в Уголовном кодексе, по которым непонятно, кто именно будет расследовать это дело. То есть это такие статьи, как проведение азартных игр, еще ряд статей, которые нужно формализировать и отнести уже к конкретному ведомству. Изменения в административный кодекс и в закон о рекламе будут также предложены депутатам к рассмотрению на ближайшей сессии. Если они пройдут, скрытая реклама табачных изделий будет наказываться штрафом. Реклама табачной продукции запрещена, но существуют такие предприятия, которые по сути своей, они торгуют не только табачной продукцией, и их реклама, допустим, на торговых счетах, которые у нас по городу и вообще по Абхазии, на рекламных счетах, которые встречаются, там неоднозначно, то есть без указания, допустим, на то, что продаются конкретно сигареты, но для нашего населения, в принципе, ясно и ассоциируется эта фирма, это название только с сигаретами, потому что другой продукции на территории Абхазии данное предприятие, то есть, не реализует. То есть, и это такая скрытая форма, когда законом сегодня мы не можем запретить им рекламировать данный товар. И Дмитрий Александрович Машаня, он предложил такую идею, инициативу и внесение изменений в закон о рекламе, также, чтобы запретить и подобную рекламу тоже. Еще одна разработка депутата Дмитрия Маршаня – внесение изменений в Гражданский кодекс с целью ограничить возможность мошенничества с недвижимостью. Сегодня в Абхазии часто происходит, что, по сути, жилые помещения, предназначенные для жилья людей, оформляются в качестве нежилых и уже продаются, и тем самым, опять же, обходится наше законодательство, требующее того, чтобы жилая недвижимость продавалась только гражданам Республики Абхазия. Абзац 1 части 2 статьи 277 Гражданского кодекса Республики Абхазия предлагается дополнить предложением следующего содержания. Не допускается приобретение гражданами в собственность нежилых помещений с целью проживания. Кандидатуры Кристины Адлейба и Беслана Парулуа будут представлены Комитетом по государственно-правовой политике на должности судей Верховного суда Абхазии. А вот соглашение по Пицунской госдаче депутаты пока рассматривать не планируют. На ближайшую сессию данный вопрос вынесен не будет. Но прежде всего, потому что, как вы знаете, несколько дней назад министр иностранных дел Инал Батович Артенба высказался на эту тему и сказал, что с российской стороны есть понимание о том, что в данное соглашение необходимо внести ряд корректив. Мы будем ждать дальнейшего развития событий и, соответственно, с этим уже определяться с датой вынесения данного соглашения на ратификацию. 6 октября в СМИ появился комментарий министра иностранных дел по вопросу соглашения. Инал Артенба сообщил, что с российской стороной пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам. Спустя неделю пресс-служба МИДа Абхазии подтверждает, ведется работа с российской стороной по механизму внесения изменений в соглашение. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.
На расширенном заседании Комитета Народного собрания Парламента Республики по культуре, делам молодежи и спорту состоялось обсуждение вопросов, связанных с описанием и порядком официального использования государственной символики, сообщает пресс-служба парламента. В заседании комитета, которое провел его председатель Винори Бебия, приняли участие министр культуры Даур Кове, сестра художника, автора эскизов государственных наград и государственной символики Валерия Гамгия, Люся Гамгия и скульптор Амиран Адлиба. В ходе заседания были подняты темы, касающиеся применения действующих законов о государственном гербе Республики Абхазия и о государственном флаге Республики Абхазия, а также вопросы описания флага и герба. Состоялась рабочая поездка министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Льва Квицения в высокогорное село Псху Сухумского района, сообщает пресс-служба МЧС. Начальник подчиненного пожарно-спасательного поста села майор Сергей Зинченко доложил министру о состоянии дел в подведомственном ему подразделении. Обсуждались вопросы пополнения существующего запаса топлива в канун наступления холодов и выпадения снега. Министр ознакомился с состоянием спецтехники и подготовкой личного состава пожарно-спасательного подразделения. В местной средней школе Лев Квицения интересовался соблюдением мер противопожарной безопасности учебного заведения. По словам главы спасательного ведомства, обеспечение спасателей села Псху всем необходимым – одно из приоритетных направлений в работе министерства ввиду особенностей местоположения и доступности данного населенного пункта. 30-летию Министерства обороны Абхазии посвящается. В главном оборонном ведомстве открылась выставка заслуженного художника Абхазии, участника зарубежных выставок в Париже, Вене, Праге и США Геннадия Барциц. Подробнее о культурном мероприятии Анастасия Никонова. Редко в стенах главного оборонного ведомства республики проходят выставки и иные культурные мероприятия. Данная экспозиция заслуженного художника Абхазии, участника зарубежных выставок в Париже, Вене, Праге и США Геннадия Барциц, организована Мариной Абдоковой, руководителем культурно-массовых мероприятий. Выставка приурочена к 30-летию Министерства обороны. Главная цель выставки все-таки наших солдат приблизить к искусству, к культуре. Таких выставок хотелось бы, чтобы было больше. В дальнейшем мы тоже планируем, что выставки будут организованы и в частях, чтобы все-таки наши ребята получали развитие в данном направлении. Почему именно Геннадий Барциц? Все-таки он герой Отечественной нашей войны. Он очень талантливый художник. Сам Геннадий Барциц экспозицию назвал выставкой одной работы. По его словам, были выбраны 8 картин из большого числа его полотен в 3 главных направлениях. У меня были такие выставки одной работы. Архип Куинджи в свое время выставил свою одну работу, и с того момента такая форма выставочной деятельности пошла и у передвижников, и в России, и уже в Советской России, и постсоветской России. Персональная выставка у меня предполагается, потому что это будет большая, объемная, где-то около 70 работ, будет проходить в выставочном зале Союза художников Абхазии. А это передвижная выставка. Памятуя еще свою прошлую творческую деятельность, я уже такие выставки проводил по Российской Федерации, по гарнизонам. И здесь было бы такое предложение, и получил горячий отклик от руководства Министерства обороны о том, что начать здесь, а потом по возможности встретиться с небольшим количеством работ в гарнизонах с военнослужащими. Ибо они находятся в таких условиях, когда они не смогут каждый день пойти, сходить на выставку, познакомиться с художниками и так далее. Это, надеюсь, послужит, образовательному моменту, с одной стороны, с другой стороны, и эстетическому воспитанию личного состава армии. Работы заслуженного художника Абхазии Геннадия Барциц представлены в музеях Праги, Польши, США, а также в частных собраниях и галереях России. Сотрудница Министерства обороны Елена Кукискири отмечает, работы крайне реалистичны, ощущение, будто полотна вот-вот оживут.
Я, конечно, в восторге от таких работ. Тут видно, что человек высшего таланта, высшего мастерства. И в наше время очень редко встретишь таких художников, которые могут передать не просто красоту, но и вот атмосферу нашей красоты, нашей природы абхазской, именно наших Кавказских гор. И впечатления теплые такие. Вот видно везде свет, везде солнечное наше тепло, которое очищается от картин, от каждого холста. Выставка Геннадия Барцец в стенах Главного оборонного ведомства республики будет открыта несколько дней, а позже отправится в другие части и подразделения Минобороны Абхазии. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абазатовая. В канун 90-летнего юбилея Абхазского государственного университета издан журнал, рассказывающий об истории становления и развития вуза. Юбилейный выпуск содержит подробную информацию о многогранной деятельности Главного национального научно-образовательного центра республики. Отдельные главы посвящены факультетам и другим структурным подразделениям АГУ. Главный редактор журнала — ректор АГУ академик Олег Угварами. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций университета. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с новым главой миссии Международного комитета Красного Креста в республике Родриго де Резенде, сообщает пресс-служба Минздрава. МККК очень помог Абхазии во время пандемии коронавирусной инфекции. Мы это ценим, отметил Бутба. Со своей стороны де Резенде подчеркнул, что миссия и впредь готова к взаимодействию с Минздравом республики и оказанию посильной помощи. На встрече также шла речь о возможности приобретения при поддержке МККК оборудования для Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Во встрече также участвовал бывший глава миссии МККК Натан Рейс. Не заговорить невозможно. Центр языкового погружения «Адзых» – первый подобного рода проект в Абхазии. И не только с точки зрения содержания, но и технически. «Адзых» – это еще и первый социальный предпринимательский проект. В чем его суть, разбирались наши корреспонденты. Воспитанницы средней группы языкового погружения проводят нам экскурсию по их классу. Трудно поверить, что большинство этих детишек еще несколько месяцев назад стеснялись или даже не знали о том, что могут свободно общаться на абхазском языке. Сегодня они не только понимают родную речь, но и свободно делятся своими мыслями. А все благодаря особой методике. Согласно ей, дети в процессе игры погружаются в язык, и у них не остается ни одного шанса, чтобы не заговорить. Методика методику ихдакутна хмарла бисшах едиколо. Ахуджа абьербан залаги бисшей урзарцы зуханрабхидзе иргыла идзатупа худжу бисша. Ахуджит бисшала худжу анятши венасира бисши ирзараги марихой. Хмарла. Ахуджа схаякуту ахмараджа дхарджойд. Уянаго ахуджа ихдакуту бито хузикхайцой дагудзем. Абряхакутраджан яра и тупи пшаруб. Есть черери чавиш рыцухмаршу обри даш целоруб и баруб. Нас обесфирцером и рчером и хагимарихойд. Работать Центр языкового погружения начал 2 года назад. Все занятия здесь платные, но смысл проекта не коммерция. Все заработанные деньги идут на реализацию социальной программы образовательной поддержки детей из малоимущих семей. 5 лет назад благотворительная организация «Киара» стала привозить в Сухум детей из сел, чтобы те имели возможность пообщаться с психологом, дефектологом, логопедом, поиграть в развивающие игры. Но делать это постоянно возможности не было. Постоянный спонсор не находился. И тогда учредители «Киара» приняли решение начать зарабатывать на социальный проект самостоятельно. Сегодня наши педагоги – это универсальные солдаты. Они занимаются организационными вопросами, они обучают детей в группах, они обучаются сами постоянно, и они составляют учебные материалы необходимые, потому что нет в таком количестве ни аудио, ни видео, ни даже элементарной детской литературы, которая могла бы быть использована в этом процессе. И все эти материалы постоянно приходится составлять на каждом этапе. Но мы уже близки к тому, чтобы центр начал работать полноценно, и мы смогли покрывать еще и расходы, связанные с обучением бесплатным детей из определенной категории, с которыми мы
очень давно начали работать, но пришлось этот процесс прервать. Но чтобы открыть школу языкового погружения, необходимы вложения, и не только в материально-техническую базу. За это время мы больше 200 тысяч потратили на обучение педагогов. А надо еще больше, в 3 раза больше. И эти педагоги, они не уносят эти знания куда-то в космос. Это все передается нашим детям. Несмотря на то, что в центр сегодня ходит около 60 детей разных возрастов и все оплачивают свои занятия, Адзых до сих пор не рассчитался за ремонт помещений. Не хватает многого для полноценного оснащения классов. Нам, например, нужно закрыть долги по ремонту. Элементарно, они у нас до сих пор есть. И просто наши педагоги сказали, ну, задержите нам зарплату, давайте мы там расплатимся с какими-то долгами. И мы вот сейчас пока находимся в таком не очень приглядном состоянии, когда вот нужно сводить концы с концами, но у нас очень большой потенциал, и мы думаем, что мы сможем убедить компетентные органы, может быть, каких-то влиятельных людей, показать то, что мы здесь делаем. И мы хотим разделить этот процесс со всеми, кому он интересен. Как говорит Кама, бизнес уже устал от постоянных протянутых рук благотворительных организаций. Но сегодня без поддержки тех, чей бюджет позволяет расходовать средства на помощь, им не обойтись. Тем более, что подаренный, например, комплект столов – это долгосрочное вложение. За столами будут заниматься дети. Оплата за их обучение пойдет на занятия с детьми из малоимущих семей. Преподаватели получат возможность пройти обучение, а затем и зарабатывать. Такая благотворительность включает цепную реакцию и увеличивает многократно сотворенное благо. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Авторский вечер писателя и публициста Владимира Зонтария состоялся в четверг в Абхазском институте гуманитарных исследований. В рамках вечера прошла презентация последних сборников писателя. Подробности в рубрике «Амшахтес» после выпуска новостей. 14 октября в 17:00 в фойе Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба состоится презентация книги «Путь Путина» автора Рафаэля Гусейнова, сообщает пресс-служба Минкульта. Спикеры презентации Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, Леонид Палько, генеральный директор издательства «Вечи», Виктор Косауров, советник президента РКС. В основу книги легли 10 больших интервью, которые состоялись с ноября 2021 по июль 2022 года. Эти продолжительные беседы позволяют раскрыть новые краски в образе самого популярного российского политика 21 века. В рамках культурного сезона «Россия-Абхазия 2022» 26 октября в камерном зале Дома музыки состоится концерт «Пиано дуо энд оркестра» с участием фортепианного дуэта народной артистки республики Нинель Бжания и заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авицба. Вместе с дуэтом выступят Государственный камерный оркестр Абхазии под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста республики Абхазия Давида Терзян и Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова под руководством заслуженного артиста России и Абхазии Анатолия Судакова. В программе концерта сочинения разных эпох, от шедевров барокко до современных аранжировок популярной музыки. На Абаза ТВ продолжается второй сезон проекта «История одной картины». Новый выпуск рассказывает о серии работ известного абхазского художника, графика Зои Аджинджал «Мой Ткварчал». Художница посвятила родному городу целую серию работ. Ткварчал, смена идет, видно Ткварчал. Созданные в разные годы, они стали свидетелями трудовых будней когда-то бурно развивающегося города. Съемка передачи состоялась летом при жизни Зои Аджинджал. Сейчас этот выпуск посвящен памяти замечательного художника. Автор проекта Эльвира Арсалия. Взаимодействие искусства и науки было особенным с самого начала XX века. Научно-технический прогресс вторгся во все стороны жизни. И даже сложилось такое понятие, как индустриальный стиль. Промышленность, строительство
возведение колоссальных объектов интересовало не только физиков, математиков, строителей. Это также интересовало философов, литераторов, социологов. Это время, когда изобразительное искусство наряду с кинематографом обращается к индустриальному стилю. Если говорить о индустриальном стиле в истории абхазского изобразительного искусства, в творчестве которого индустриальный стиль занимает особенное место, это художник Зоя Айджинджел. Работы, которые здесь представлены, Зоя Айджинджел, выполнены в 1960-е годы. Если бы их можно было объединить, эту серию, общим названием, они назывались бы «Мой город», «Мой Ткварчал». Зоя Квашевна в 60-е годы создает целую серию работ, которую посвящает своему родному городу. История одной картины «Мой Ткварчал» Зои Айджинджел в нашем эфире. Кондитер и фудблогер из Абхазии Батал Габелия с 4 по 8 октября участвовал в международном проекте «Посол русской кухни» в Ялте. 4 дня в лучших ресторанах Крыма проходили дегустации и мастер-классы, а главным событием стал гала-ужин. На вечере Батал Габелия представил абхазский национальный десерт акалмыч, виноградное желе с орехами. За успешное прохождение стажировки в проекте «Посол русской кухни» Габелия вручили диплом от ассоциации «Шеф Тим Раша», сообщает «Русский дом» в Абхазии. Плавательный сезон в Сухумском олимпийском бассейне завершился. Главный итог работы — объект понравился горожанам, рассказал «Спутник» директор компании «Аквастрой» Олег Юрченко. В будние дни посетителей было больше, в основном местные жители, 60% из них — семьи с детьми. По словам Юрченко, воду в бассейне зимой сливать не будут, так как это может повредить чашу. Финансовые итоги работы бассейна еще не подведены, но заработанных денег хватит для содержания объекта в период простоя. Глава «Аквастрой» отметил, что объект может работать и зимой, если будут предоставлены энергетические мощности для обогрева. Президент Паралимпийского комитета Абхазии Леон Цвижба посетил церемонию закрытия соревнования летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования проходили в Сочи с 3 по 9 октября. В них приняли участие 1089 спортсменов из 11 стран и 78 регионов России, которые разыграли 369 комплектов медалей в 9 видах паралимпийского спорта. Официальная церемония закрытия состоялась в субботу на территории Южного федерального центра спортивной подготовки «Югспорт» Минспорта России и сопровождалась парадом флагов российских регионов и стран-участниц. Сейчас о погоде. В пятницу, 14 октября, в Абхазии переменная облачность, преимущественно без осадков, атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20 градусов, температура морской воды 21 градус. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.